Закриті наради за участю розвідників, військових, дипломатів та меджлісу. В такому складі має збиратися українська сторона у Кримській платформі, на думку фахівців Кримського дискусійного клубу. Ініціатива має стати майданчиком, де Україна зможе доносити до всього світу правду про становище з правами людини, впевнені експерти. Це дозволить повернути тему окупованого Криму у світовий порядок денний та нагадати про воєнні злочини Росії. Після цього можна говорити про введення жорсткіших санкцій та дипломатичної ізоляції країни-агресора, впевнені експерти. Але всі питання щодо долі Криму мають вирішуватися спільно з представниками корінного кримсько-татарського народу, зокрема з меджлісом. Конечно, крымские татары через свой представительный орган должны участвовать в дискуссии и в переговорах этих вопросов, которые напрямую влияют на будущее их территории Крыма. И если Украина это не сделает и как бы оставит на сторону меджлис в этой крымской платформе, тогда это можно видеть уже как отрицание прав крымских татар на самоопределение. То, что Украина не просто по заезженному, по какой-то мантре заявляет ритуально определенные вещи, а прибегает к каким-то новым формам воздействия на нарушителя, это важно. Также это важно в измерении международного права прав человека, поскольку Украина как государство гражданства и государство суверенитета обязана предпринимать необходимые меры по защите прав человека на оккупированных территориях. И в данном случае все иски международной инстанции. И сегодня мы понимаем, что их можно выдавить оттуда только путем максимальной изоляции Российской Федерации. Экономической путем санкций жесточайших, дипломатической, правовой путем судебных процессов, когда мы должны на каждом шагу, каждый день выигрывать суды, арестовывать и конфисковывать их имущество за границей.